Mening tushunchimda bu vatanimizda ham Qirg'izistonda, Qozog'istonda bo'lgan ish aslo yatavrash bo'lmasligi mumkin. Chunki xarita qaraydigan bo'lsak, vatanimizningki, ya'ni otish yerida yatavirgan. Otish Qashqarga chegirdash bo'lgan Qirg'izistonda yatavirgan qarindoshlar. Nima uchun Qirg'iziston otish? Chunki tajovuzchi Xitoylar mana mushu yaqinki 1-2 oydan beri Qirg'iziston bilan vatanninki kirish chiqish vizasiz qilayotgan. Nurg'ulman Xitoylar Qirg'izistonga kiryotdi. Ammo Qirg'iziston kirgan bilan Qirg'izistonniki asli bo'lganining maqsadi bizning vatanga ochiq Qashqarga chegirdash bo'lgan yerlarni pul qilib setib olib, asta-asta o yerni egallash. Chunki tajovuzchi Xitoy oylar burun Türk Cumhuriyetlarininki cumhur başlıklarını Şiyan'ga taklif qildi, hem Şiyan'da ziyafet verdi. Nima uchun hamma reis liderlerini Beyjan'a taklif qilgan Xitoy bizning Türkiye devletleriniki reislerini Qirg'iz, Qozaq, O'zbek, Türkmenlerini Şiyan'ga taklif qildi. Chunki Büyük Çin İmparatorluğu tarixi qurilgan Büyük Çin İmparatorluğu'da o çağda tajovuzchi Xitoylar faqat bizning vatanimizda emas, ya'ni Uyg'uriston, Sharq Turkiston emas, Qirg'iz, Qozaq, O'zbeklarni ishg'ol qilib olgan edi. Shuning uchun tajovuzchi Xitoylar o'zininki Büyük Çin İmparatorluğu tushini gerçekleştirmoqchi qarindoshlar. Землетрясения в Алматы связаны с ядерными испытаниями в Китае. Китай тайно восстанавливает секретную базу для ядерных испытаний в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе. Все подробности в репортаже Шындых КЗ. Более 4000 подземных толчков произошли в Китае с 23 января. По информации китайских СМИ, после мощного землетрясения магнитудой 7,1 в префектуре Аксу Синьцзянь-Уйгурского автономного округа КНР уже 3 суток продолжаются авторшоки. С 23 по 26 января сейсмологи зафиксировали 4216 подземных толчков. Самый сильный из них магнитудой 5,7. По информации американского издания New York Times, Китай пробурил вертикальную шахту глубиной не менее 3 мили на ядерном полигоне на озере Лабнор. Именно здесь, в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе КНР, рядом с озером Лабнор, находится китайский ядерный полигон, где почти 60 лет назад взорвали первую атомную бомбу. В недавней статье американской газеты приводятся спутниковые снимки озера. Журналисты утверждают, что по фотографиям видно, что на китайской военной базе недавно пробурили новые скважины. Кроме того, с 2017 года здесь было построено и отремонтировано около 30 зданий. Спутниковые снимки также запечатлели, что китайцы проложили к полигону и на его территории десятки миль новых грунтовых дорог. Согласно данным издания, это может означать, что Пекин намерен тайно испытать ядерное оружие нового поколения. Авторы статьи отметили, что в течение многих лет старая база Лабнор беспокоит правительство США. В его отчетах неоднократно указывалось на отсутствие прозрачности в действиях китайских властей в этом регионе. Официально Пекин прекратил испытания взрывчатых и радиоактивных веществ на полигоне Лабнор четверть века назад. В регионе Синьцзянь на севере-западе Китая на полигоне возле озера Лабнор в 1964 году были проведены первые подземные ядерные испытания. Буровая установка пробурила вертикальную шахту, которая по оценкам уходит в землю по меньшей мере на 500 метров. Это самое убедительное свидетельство того, что Пекин взвешивает, стоит ли проводить испытания ядерного оружия нового поколения, которое могло бы повысить смертоносность его стремительно наращиваемых ракетных сил. Издание в своей статье ссылается на спутниковые снимки и исследования Рени Бабиарза, бывшего аналитика Национального агентства геопространственной разведки подразделения Пентагона, который обнаружил свидетельство появления новых скважин, сообщает американская газета New York Times. Ранее японские спутники показали снимки китайского ядерного полигона в Синьцзяне. В октябре 2020 года спутники обнаружили новую активность по выравниванию рельефа Лабноре. Большие грузовики проходили туда и уходили в 2021 году, а энергетическая инфраструктура для 6-го туннеля была построена в первой половине 2022 года. Это следует из анализа спутниковых фотографий, полученных японской медиакорпорацией Nikkei.
В Никее вместе с рядом экспертов тоже просмотрели снимки и пришли к выводу, что Китай укрепляет свой потенциал в области ядерных испытаний. Обширные покрытия были возведены на склоне горы в этом засушливом регионе, а разбитые камни, нагроможденные поблизости, как полагают эксперты, свидетельствуют о раскопках нового туннеля для испытаний, скрытого под ним. Недавно туда были проложены кабели электропередач, и там появилось сооружение, которое можно было бы использовать для хранения бризантных взрывчатых веществ. Там же видны грунтовые белые дороги, которые ведут от командного пункта в различных направлениях. Между тем, на фото, опубликованными американской газетой «Нью-Йорк Таймс», видны входы в горизонтальные туннели, пробуренные в склоне горы, которые в прошлом использовались для испытаний ядерного оружия. Спутниковые снимки свидетельствуют о недавних раскопках и строительстве, по крайней мере, в одном из туннелей. На других спутниковых снимках видны буровые установки, скрытые в этих холмах, возможно, будущий подземный испытательный полигон. Глубокие вертикальные шахты в недавно разработанном районе позволили бы проводить более масштабные атомные испытания, чем в старой сети неглубоких горизонтальных туннелей, говорится в статье американского издания. Опрошенные изданием эксперты опасаются, что действия Китая могут подорвать глобальный запрет на ядерные испытания, который был введен в 1996 году, и спровоцировать новую эру атомного соперничества. В свою очередь в МИД КНР заявили, что американцы безосновательно раздувают ядерную угрозу Китая и назвали все обвинения совершенно безответственными. В министерстве также подчеркнули приверженность Пекина соблюдению запрета на ядерные испытания. Знаете, я до этого издания, то есть также очень много разных и видео смотрел, и разных материалов видел, в принципе. Но как-то я скептически к этому относился, как к такому, как сказать, из области фантастики или из области заговоров. То есть после того, как увидел вот это издание «Нью-Йорк Таймс», то есть я серьезно задумался, и у меня, в том числе в нашей компании, очень много политологов числится, ну, то есть с кем мы сотрудничаем, и мы просто между коллегами тоже насчет этого общались. И, знаете, наши мысли как бы совпали, то есть это не как простой гражданин я смотрю на это, а как будучи специалистом именно в политтехнологиях. И тот факт, то, что она находится на границе с Киргизией, с Кыргызстаном, и если вы заметили, там, как она называется, Айколь, или да, этот пункт, там в том числе проживают и киргизы, не только уйгуры. А насколько вы знаете, допустим, китайцы в массе своей, большая часть населения, где-то около 70% населения или 80% населения, они проживают на юго-востоке, то есть на востоке больше Китая. То есть в этой части для них как бы более безопасно такие исследования, такие взрывы. Ядерный полигон Китая находится на озере Лабнур, высохшем водоеме на западе страны, где живут уйгуры. В 1964 году здесь были проведены первые в Китае ядерные испытания.